Война, твой страшный след, живет в архивах пыльных, в полотнищах побед и в нашумевших фильмах. Война, твой горький след, и в книгах что напомнит. И вот уж 80 лет ношу твои осколки. Осенью 2022 года исполнилось 80 лет с момента создания и начала деятельности комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей в городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Мы должны отдать должное им. Давайте сегодня пропустим через себя то время, высокое напряжение памяти, что позволит прикоснуться к их подвигу сердца. Молодогвардейцы заговорят с нами из далеких 40-х своими стихами, строками из дневников, письмами. Молодая гвардия возникла по инициативе самой молодежи. Всего в организации насчитывалось около 100 человек. Самому младшему было 14 лет. Ни в чем не зная половины, они любили всей душой. И этот шлях прямой и длинный, и этот мир навек родной, рассветный час в стене ковыльной, ручья прохладную струю, так все объемлюще, всесильно, лишь любят родину свою. Обыкновенные, они ничем не отличались от таких же юношей и девушек своей страны. Ребята дружили и ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы и гоняли голубей. Они занимались в школьных кружках, спортивных секциях, играли на струнных музыкальных инструментах, писали стихи. Я Ржищев крепко полюбил за то, что дивно он красив, за то, что в нем впервые я увидел красоту Днепра. Его я полюбил, разлив весною многоводной, и день, и ночь на лодке плыл, в простор свободный. И рыбу я люблю ловить со школьными друзьями на берегу Уфу водить, с картошкой, с карасями. Только что перед вами прозвучали авторские стихи Олега Кашевого. Он очень любил книги. Когда началась война, Олег был учеником 9 класса. После каждого допроса в его глазах появлялись седые пряди. На казнь он шел совершенно седой. Сергей Тюленин – это маленький, подвижный, стремительный юноша-подросток, вспыльчивый, задорным характером, смелый до отчаянности. Он участвовал во многих самых отчаянных предприятиях и лично уничтожил немало врагов. Люба Шевцова отличалась живым характером, участвовала в войне бригады, когда началась война. Она закончила курс медсестер и пыталась попасть на фронт, но по возрасту ее не взяли в армию.
В сентябре она стала членом молодой гвардии и вместе с Сергеем Тюлениным участвовала в пожоге биржи труда и вывешивала труд. Иван Темнухов пользовался всеобщей любовью и авторитетом. Он славился как оратор, любил стихи и сам писал. Ульяна Громова в школе училась с душой, с интересом. В составе молодой гвардии собирала медикаменты, вела работу среди населения, агитируя краснодонцев срывать планы оккупантов по поставкам продуктов и по вербовке молодежи в Германию. Иван Туркевич, кадровый офицер Красной Армии, вел в организацию воинскую дисциплину, разрабатывал боевые операции, учил, как нужно обращаться с оружием. Они мечтали о большой, светлой и счастливой жизни, но время, когда они взрослели, было тревожным. По всему миру начало наступление фашизма, и ребята сознательно готовили себя к подвигу. 1942 год, 29 сентября. Этот день стал точкой отсчета создания молодежной подпольной организации, которую по предложению Сергея Тюленина назвали «Молодая гвардия». Из романа Александра Фадеева. Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные, но с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно просился с собой прежде. Каждый поклялся погибнуть во имя освобождения. Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки работали в прилегающих к Краснодону колхозах и совхозах. Осенью немцы вторглись в Донбасс, и всей Украины, одна Луганская область еще оставалась свободной от немцев. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область, но эвакуацию отменили. Зимой немцы понесли поражение под Москвой, и люди надеялись, что все еще обойдется. Я Ульяна Громова. Я Сергей Тюленин. Я Любовь Шевцова. Я Иван Темнухов. Я Олег Кошевой. Я вступаю в ряды молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь, беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищам, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мучительную смерть 30 шахтеров-героев. И если для этой миссии потребуется моя жизнь, я отдам ее, ни минуты не колеблясь. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Молодая гвардия выпускала и распространяла листовки, которые призывали к сопротивлению оккупантам. Сообщали правду о положении на фронтах. В одной из листовок говорилось: Виселицами, расстрелами Гитлер хочет запугать нас, поставить на колени. Мы все лучше предпочтем смерть, нежели немецкую неволю. Правда победит. Красная армия еще вернется в Донбасс. Родина в опасности, но у нее хватит сил, чтобы отбросить и разгромить врага. Смерть немецким оккупантам. Из дома в дом, из рук в руки переходили пламенные большевистские прокламации. Всего за время оккупации они выпустили более 30 названий листовок общим количеством свыше 5000 экземпляров. Перечислим все, совершенное молодогвардейцами. В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркевича повесила полицейских. На груди повешенных оставили плакат: «Такая участь ждет каждого продажного пса». 9 ноября группа Анатолия Попова на дороге Гундеровка-Герасимовка уничтожает легковую машину с 3 высшими гитлеровскими офицерами. 15 ноября группа Виктора Петрова освобождает из концентрационного лагеря в Хуторе, Волчанский, 75 бойцов и командиров Красной Армии. В начале декабря группа Машкова на дороге Краснодар-Свердловск сжигает 3 автомашины с бензином. Через несколько дней после этой операции группа Тюленина совершает на дороге Краснодар-Ровеньки вооруженное нападение на охрану, которая отдала 500 голов скота, отобранного у жителей. Уничтожает охрану, скот разгоняет население. Члены молодой гвардии, устроившиеся по зданию штаба в оккупационные учреждения и на предприятиях, умелыми
В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянченко проводят блестящую операцию по поджоге биржи труда, тем самым спаси несколько тысяч советских людей от угона фашистской Германии. В ночь на 7 ноября 1942 года комсомольцы укрепили красные флаги на наиболее высоких зданиях города. На утро, увидев их, люди испытали огромную радость. О нас помнят, мы нашими не забыты. А на заре, на кровлях Краснодона, шелестели алые знамена. Над парком, проржавевшим и пустым, они казались пламенем живым. Таким горячим, ярким и могучим, что не закрыть его осенним тучам. Проснувшись, тот огонь ребенок увидал, и ручкой замахал, и закричал: «Там на дворе, смотри, там флаги, мама!» Все двери открывались, в небе прямо над шахтой номер 1 БИС костры багряные торжественно взвелись. После каждой операции арсенал молодой гвардии пополнялся новым оружием. К началу декабря на складе было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов и 65 килограмм взрывчатых веществ. Основной своей задачей они считали подготовку восстания при подходе регулярных частей к Красной Армии. Для этого и собиралось оружие. Провал наступил неожиданно. Утром 1 января 1943 года начались аресты молодогвардейцев. 2 января 1943 года состоялось последнее заседание штаба молодой гвардии. Было решено небольшими группами пробираться к линии фронта, но уже было поздно. Только 7 человекам удалось уйти и остаться в живых. Остальные члены молодой гвардии были схвачены гитлеровцами и посажены в тюрьму. Из материалов судебного процесса стало известно, что ни один из молодогвардейцев не спасовал перед палачами. Страшным пыткам подвергались молодые подпольщики, но никто из них не отступал от своей клятвы. Главное выстоять. Слышите? Выстоять. Сердце, как выстрелы, гулкие выстрелы. Чьи-то карие слезы наполнили. Вам эти камеры что-то напомнили? Будьте вы стойкие, будьте спокойные. Слышите? Слышите? Бьют бронебойные. Плюйте в лицо палачам и предателям. Вы над собой насмехаться не дайте им. Главное выстоять. Слышите? Выстоять. Им, палачам, ваши взгляды не выдержать. Главное выстоять. Главное выстоять. Стены у камеры кровью обрызганы. Стены, как место прощания с близкими. Камеры наши, не марши парадные, станут для вас, как листочки тетрадные, где на прощание родным и наследникам вы начертаете строки последние. Молодогвардейцы знали, что наступает время казни. В свой последний час они также были сильны духом. Член штаба молодой гвардии Ульяна Громова передала азбукой Морзе во все камеры. Последний приказ штаба, последний приказ. Нас повезут на казнь, нас повезут по улицам города. Мы будем петь нашу любовь. Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу молодогвардейцев повезли на казнь к разрушенной шахте. К заброшенной шахте их привели и вытолкали из машины. Ребята друг друга под руку вели, поддерживали час кончины. Избитые, измученные, шли они в ночь в кровавых обрывках одежды. А парни старались девчонкам помочь и даже шутили, как прежде. 16 января расстреляли вторую группу подпольщиков. 31 января 1943 года третью. В тюрьме оставались 4. Их увезли в город Воронеж Красногорского района и расстреляли 9 февраля вместе с находившимся там Олегом Кашиным. Как страшно умирать в 16 лет, как хочется чертовски жить, не слезы лить, а улыбаться, влюбляться и детей растить. Но солнце клонится к закату, не встретите уже рассвет. В бессмертие ушли ребята, в расцвете юношеских лет. Так значит, смерть, как тяжелая просто она подходит, наплывает чад, стропила развороченного моста, ощеренными зубьями торчат, вот их ведут, их
гонят вниз с откоса, через бугры и рытвины туда, где ржавые валяются колеса. Оборванные вьются провода, заброшенные угольные ямы, репейником заросшие места. Где вглубь земли, обрывисто и прямо, бездонно уходит пустота, где самый край в потеках желтой глины тяжелыми сосульками обвис. Прикладами, окованными в спины, их друг за другом сталкивали вниз. В сырую бездну, медленно и глухо, срываются и падают тела. Олег Кошевой. Навеки 16. Люба Шевцова. Навеки 18. Сергей Тюленин. Навеки 18. Ульяна Громова. Навеки 19. Иван Зимухов. Навеки 20. В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. Над городом взвился красный флаг. И глядя, как он полощется на ветру, жители снова вспомнили молодогвардейцев. Сотни людей направились к зданию тюрьмы. На стене во всю ее ширину окровавленная надпись «Смерть немецким оккупантам». Главный подвиг своей жизни они, молодогвардейцы, эти мальчики и девочки, совершили именно там, в тюрьме, где испытали нечеловеческие пытки. Но до конца, до самой смерти, акулю у заброшенного шурка, куда многих сбрасывали еще живыми, они остались людьми. Юные, безусые герои, юными остались вы навек. Перед вашим вдруг ожившим строем мы стоим, не поднимая век. Боль и гнев сейчас тому причина, благодарность вечная вам всем. Маленькие, стойкие мужчины, девочки, достойные поэм. Сколько вас, попробуй перечислить, не сочтешь, а, впрочем, все равно. Вы сегодня с нами, в наших мыслях, в каждой песне, в легком шуме листьев, тихо постучавшихся в окно. Так, теперь... Донбассу жиль, сирена шлет сирени, горняцкой дружбы благой стальной. Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. И нет земли прекрасней, вдохновений, ведь все Творцом народом создано. Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. И нет отчизны чище и священней, где сердце сливается в одно. Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. Мы, поколение 21 века, не имеем права на малодушие. Мы знаем пример жизни, пример борьбы и несгибаемой воли бессмертных героев-молодогвардейцев. Это обязывает нас быть достойными их памяти. Мы рассказали вам историю из страшного прошлого нашей страны, потому что хотели, чтобы вы, как и они, любили жизнь, своих родных и близких, свою родину, чтобы вы помнили их.